Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня с вами буду я, Дарья Анкехова. Находимся мы уже не первый раз в мастерской у прекрасного человека, у талантливого человека. Это у нас Анжела Токарева. Анжела у нас занимается изготовлением прекрасных украшений. Все она делает своими руками. У нее есть очень много мастер-классов. Именно поэтому сегодня мы вновь находимся у нее, потому что все-таки говорить о бисере можно много, а вот на практике показать, как все это происходит, лучше показать один раз и все понять. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, телезрители. Ну, давайте все-таки немножечко напомним о том, с какими материалами вообще мы работаем. И вообще небольшие советики, да, что использовать, что лучше, что нельзя. И потом приступим к тому самому мастер-классу. Хорошо. На сегодняшнем мастер-классе мы будем создавать брошь-стрекозу. Вот такую. Она у нас будет бирюзового цвета. Для этого мы будем использовать вот эти все инструменты: ножницы, клей, гелевая ручка, плоскогубцы, бисер разных размеров, конечно же, мононить и иголку. Давайте напомним, Анжела, нашим телезрителям о том, что мы используем только чешский и японский бисер. Да, это верно. очень важно, потому что именно с ним работать проще, быстрее. И самое главное, он очень красивый, правильно? Правильно. Правильно. Вот в своих работах Анжела использует только такой бисер. Ну и та самая мононить, которую, в принципе, можно заменить леской. Да, рыболовный. Да, рыболовной леской. Так, ну хорошо, мастер-класс. Такую красоту можно создать примерно за какой срок? Ну вот в ваших руках это сколько примерно? В моих руках это примерно 2-3 часа. Вот А так для начинающих, скорее всего, наверное, 1 день уйдет. Один день уйдет, но я думаю, начинать никогда не поздно, дорогие друзья. Поэтому возьмите сейчас, возможно, какую-то тетрадь, запишите все поэтапно, либо можете посмотреть наш выпуск потом на YouTube-канале. Ну, поехали. Значит, хотим такую красоту, для этого начинаем с чего? Итак, начинаем мы с выбора фетра. Фетр должен быть обязательно гибкий, плотный и жесткий. Именно он будет держать форму. Для сравнения можно тут посмотреть. Он бывает фетр мягкий, вот такой вот рыхлый, а мы должны использовать именно жесткий. У нас фетр идет 2 миллиметра, жесткий, черного цвета. Запоминаем. Хорошо. Дальше. Приобрели правильный фетр, жесткий. Тонкий не берем. Дальше. Дальше мы рисуем наш шаблон на листке математики, потом переводим его на картон, чтобы удобнее было рисовать. Так, Рисуем мы гелевой ручкой. дорогие друзья, гелевой ручкой, да, рисуем по шаблону нашу стрекозу. Вот так вот. Все это очень просто. Почему используем ручку? Да, потому что она не стирается, в отличие от кусочка мыла или специального карандаша, да? Да. Это такой лайфхак лично, да, от Анжелы. Перевели. Итак, мы перевели, и с чего же мы начинаем? Начинаем мы с животика. Начинаем мы с животика. Сначала приклеиваем стразу, и вокруг него мы пришиваем фигурную канитель, которую мы показывали. Да? Это Да. вот. Ну, давайте еще раз. Для тех, возможно, кто не видел наш выпуск, который был вчера, мы покажем, что же такое канитель. Канитель – это та самая туго затянутая такая проволока. Да, проволока. Начинаю показывать, да, приклеиваем и приступаем прямо. Хорошо, сразу, да? давайте. Итак, вот нарисовали мы шаблон. Стрекоза у нас нарисованная, готова. Берем клей момент. Беру клей особо прочный, потому что он быстрее всего схватывает. Берем нашу стразу и полностью наносим клей. То есть не где-нибудь точечка, да, а полностью стразу всю мы начинаем приклеивать. После этого берем стразу и ложим на центр. Центр животика. Да, Вот центр. прям по центру. Да, вот так. Прикрепили, дорогие друзья. И немножко подождали, да? Да, после этого мы начинаем его пришивать. У каждой стразы вот такой стеклянной, вот таких металлических оправах сбоку идут дырочки. Вот такие. Через эти дырочки мы начинаем пришивать. Вот так, насквозь. Поперек. Да, вот так Да, вот? Да, да. хорошо. Насквозь прошиваем. Сколько достаточно раз? Примерно по 2 раза. По 2 раза. 2 стежков достаточно, да? Ага.
сверху и внизу. По 2 раза сделали, Да. закрепили животик. Да, правильно. Вот так, по 2 раза. Мгм. После этого в самом низу мы выходим, где у нас вот Кончик. кончик стразы, и берем нашу фигурную канитель. Вот она. Серебряного цвета. Да, вот она наша канитель, она немножко вот так вот пружинится. Вы Мы ее ей вытянули немножко, да? чуть-чуть слегка. Мгм. Мы сначала ее берем, ложим, примеряем. Тут видно то, что есть лишние части. Да, вот эти Да. части мы должны отрезать. Берем и отрезаем. Вот так. Да. Ножницами по металлу. Мгм. И То есть- после этого, смотрите, это вот такой тоже лайфхак от меня. Берем и переворачиваем иголку. И с тупой стороны. Ушком. Да, ушком начинаем вдевать ее в нашу канитель. Вот она. Вот, смотрите, и она у нас теперь бегает по нашей нити, да? То есть пропустили ушком, Мгм. получается, в полость, да, или как сказать-то, да, туда, в канитель, и уже потом вы ее начинаете... И потом, где мы выходили, сюда мы должны нашу канитель. Вот она у нас бегает, да? Мгм. Вот Потом она бегает, концы у Да. нас есть. Да, потом мы зашли сюда и начинаем стягивать нашу канитель. И она автоматически как бы вот по Да. периметру, так сказать, нашей стразы сразу легла ровненько. Не надо там с одного конца цеплять, с другого просто зацепили 2 кончика вот сюда. Ага. И теперь уже мы начинаем по всей нашей стразе закреплять канитель. Она у нас идет вот такая вот, как пружинка, и мононить вот так вот заходит. То есть попадает такие вот в те самые пространства, Да, в пружинку в пружинке. эту, да? Да. Ну, то есть сильно затягивать не обязательно, она в любом случае там запуталась, да, где-то зацепилась. Да. Как- Все верно. Как часто не надо, да, делать? Примерно каждые 5 миллиметров. Начинаем ее вот так вот закреплять. Мгм. Вот так. И по кругу. И по по кругу начинаем мы ее вот так вот закреплять. И в результате у нас получается вот такая вот деталь. Вот, мы немножко решили ускорить процесс. В принципе, мы вам показываем, с чего все начиналось, как все далее делается. И вот по итогу, если вы все правильно сделаете, у вас получится брюшко такое голубенькое, и вокруг него будет та самая серебряная канитель. Правильно? Правильно. Дальше что мы делаем? Дальше мы точно так же повторяем этот процесс. Берем вторую стразинку, сюда приклеиваем, и второй канителью мы должны вокруг. Обрамить ее, так сказать, да? Да. Обрамление нашей стразинки делать. Ну, то есть система простая. Страза, вокруг нее обязательно обрамление. То есть пока у нас работы с бисером еще не было. Мы пока Да. делаем такие самые объемные части, да? Да, и в результате у нас получается вот так вот. Стразу мы приклеили, опустили вокруг второй стразы фигурную канитель, и у нас животик и половина хвостика готова. Готово. Ну, то есть это все достаточно просто, дорогие друзья. И я думаю, с этим может справиться каждый из вас. Хорошо, дальше. После того, как мы пришили наш животик, половину нашего хвостика, мы сейчас здесь будем делать наши глаза. Глаза нашей стрекозы. Что мы для этого делаем? Очень просто. Берем хрустальные бусины. Они называются рондели. Рондели. Хрустальные. Все записываем, дорогие друзья. Итак, мы будем использовать 2 вида ронделей. Это вот 8 миллиметров и 6 миллиметров. И также для красоты нам понадобится канитель другого вида. Называется она трунцал. Мгм. А это все доступно у нас в Якутске купить-то, это все приобретать? В городе есть это, да, это все есть А у то нас. многие подумают, какие-то очень
сложные слова. Сложные слова, да. И если они у нас в Якутске, оказывается, все есть, дорогие друзья. Да. То есть стрекоза у нас будет такая глазастая, пучеглазая, да? А вот, ну мы видим, вот у нас большая бусина справа, большая бусина слева, и посерединке вот та поменьше, которая, да? Да, да. Все да. хорошо. Я вам покажу быстрый способ, как это сделать. Выходим иголкой вот здесь, Мгм. вот на этом месте, и сразу же берем 3 бусинки вместе. 8 миллиметров, 6 миллиметров И и 8. 8 миллиметров. Вот они, наши глазки. И вот они у нас. И теперь на изнаночную сторону мы выходим вот здесь. И начинаем стягивать. Вот они, наши глазки. То есть не надо поштучно их пришивать, дорогие друзья. Можно Да. сразу 3 их вот так присоединить. Вот у нас получился вот такой вот мостик. Мостик. Этот мостик мы должны теперь уложить. То есть начинаем закреплять между между вот этими бусинками. Ну, притягивать, то есть. Да. И так как бусинки у нас хрустальные, края острые, одного раза недостаточно, это надо повторить. Обязательно. Хорошо. Да. Начинаем стягивать. И вот И все, вот и наш мостик прикрепился к фетру, и уже вырисовываются глазки у нас. Хорошо. Да, повторяем процесс. И после этого для красоты мы начнем украшать тронцалом. Тронцал, напоминаем, это вот такой вот, Мелкая тоже пружинка. да, пружинка. Опять же переворачиваем нашу иголку. Ушком вперед. Мгм. И начинаем ушком одевать наш тронцал. Он тоже идет с дырочкой и вот так вот, видите, заходит. Продели. И Вышли мы иголкой отсюда и заходим сюда. Начинаем стягивать. И у нас тоже как бы получится здесь такой мостик. Так, здесь я немножко не рассчитала, надо длину Укоротить. немножко. Да, покороче сделать. да, длину укорачиваем. И сразу же будем укорачивать на второй тоже. Да. То есть мы делаем вот этим, заполняем пространство между больших вот этих двух глазок, вот этим серебряным. Все верно. Сейчас я быстренько втяну. Так, вот они. Пока Анжела тут у нас вышивает, я любуюсь красотой. Ну и для тех, кто, возможно, не видел наш прошлый выпуск, расскажу, что Анжелика занимается таким вот творчеством уже около 8 лет. Начинала она просто с такой, знаете, первой броши, скромненькой. А сегодня у нее целая коллекция. Сегодня она творит, шьет, созидает, проводит мастер-классы. И у нее прямо-таки огромная коллекция ее работ. Ну, а самое главное, ее работы разлетаются не только по нашей республике, но и далеко за ее пределами, да? Да. Вот, а есть какая-то работа, которой вы прям гордитесь, и она там находится, ну, допустим, у какой-то знаменитости там или еще где-нибудь? Но в моей работе есть вот самая моя классная работа. Я создавала поезд, такой шикарный прям поезд. Заказывала мне ее американка. Года 3 или 4 назад я ее создавала прям с камнями. Такой прям дорогущий такой поезд получился. Она прям к шубе заказывала. Ну, Вот. видимо, непростая американка, если носит шубу с эксклюзивным ремнем, который был сделан в далекой Якутии, да? Да, нашла меня она из Инстаграм, совершенно случайно тоже наткнулась. Мы с ней начали переписываться, и в результате заказала и отправила. Она очень осталась довольна. И это вот был самый мой такой крупный заказ, прям на хорошие деньги. Да, вот и сразу говорите, признавайте, самый дорогой заказ, да? Самый Вот дорогой так заказ. Ну и, кстати говоря, мы не любим хвастаться, но про Анжелику можно сказать, что человек, вот самый такой, знаете, бум, да, у вас был, это в прошлом году. Да. Да, то есть вот Анжелика, она обучается, она постоянно все новое познает. То есть она не сидит просто дома и шьет часами, она еще и маркетинг изучает, и
на На таргетолога училась. на таргетолога училась. И не обучилась. И не обучилась, да? Но она же еще и все, она планирует. У нее здесь, если бы вы видели эту мастерскую, ну вот то, что вижу я, у нее здесь все лежит по коробочкам, все расписано, боксики. Ну, прямо-таки бизнес. Тут реально практически как фабрика, производство, можно сказать. Это не просто вот сидишь так вечерами, смотришь телевизор и вышиваешь, да? Здесь все серьезнее, дорогие друзья. Так, ну что, хорошо, глазки готовы у нас, я Так, вижу. глазки готовы. Теперь мы приступаем к крылышкам. Теперь канителью мы должны обвести вот наш рисунок канителью. Вот у нас канитель, она жесткая, 1,2 миллиметра. Угу. Берем эту нашу канитель и ложим ее прямо по нашему рисунку. Ну, вот по вот этому так. белому контуру. Да, и начинаем ее закреплять. Тут самое главное обратить внимание, где у нас начало и где стыки. Угу. Прям ее надо очень хорошо прям пришить, чтобы потом в процессе носки она не цеплялась. Ну вот не эти кончики, чтобы не повылазили, да? Да, Все-таки да. это же металлическое, да, изделие, то есть там могут эти усики вылезти, да, поэтому Да. надо закрепить именно начало и конец, да? Угу. Вот начало мы очень хорошо закрепили, прям 2-3 раза. И теперь уже можно отходить на расстояние 3-4 миллиметра и уже потом закреплять. Вот так. Ну вот вы сказали, что можно сделать за 2-3 часа. Обратите внимание, у нас-то эфир не 2-3 часа, но мне кажется, мы в течение эфира все-таки эту брошь доделаем. Закончим. Конечно, конечно. Мгм. И вот так вот мы начинаем ее закреплять. Мгм. Примерно каждые 3-4 миллиметра. Сильно часто делать не нужно. Мгм. Она и так хорошо держится, да? И потом, когда мы начнем обрабатывать края бисером, эту канитель мы все равно как бы повторно тоже пройдемся, поэтому сильно на этом заострять и терять времени не нужно. Не нужно. Ну, давайте тогда покажем уже, как будет выглядеть наша работа, да? Давайте. После того, как мы сделали ту самую Итак. работу с канителью. Так, Вот наша канитель. следующий наш этап. Вот, посмотрите, как будто бы прошло 20 минут, к примеру, да? И у нас уже вот есть такое обрамление в виде серебряной канители, да? Следующий этап. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны сюда приклеить стразовые ленты. Стразовая лента – это вот такая цепочка. Мгм. Так, где она у меня? Вот, давайте мы ее покажем. Вот эта стразовая цепочка, состоящая из маленьких вот стразинок. Мгм. Вот так вот. И она очень здорово украшает любое украшение. Мы будем ее вот так вот ложить. Вначале приклеим ее и потом... А размер какой это у нас? Так, размер у нас должен быть ровно по этим. Так, где у меня ножницы? Вот. Внутри нашей канители оно у нас должно спокойно, свободно поместиться. Мгм. Вот так. Так, вот, ну смотрите, это выглядит вот так. То есть по нижнему бортику, да, мы делаем стразы или по всему крылышку? Вот по верхнему и по нижнему. Вот сюда так вот. и сюда. И вот здесь нам понадобится наш пинцет. Потому что это очень... Стразовая лента, она маленькая, 2 миллиметра идет. Угу. Размер 2 миллиметра, поэтому держать ее крайне неудобно, поэтому будем пользоваться пинцетом. Угу. Итак, чтобы нам удобно было вышивать, мы сначала ее приклеим. Ну, чтобы она не бегала туда-сюда, да? Да, правильно. Мне кажется, вы рукодельничаете. Вы прямо в теме все схватываете. Если честно, я вообще далека от рукоделия, но Да? мне, я вот, глядя на вас, теперь думаю, что, может быть, и пора бы начать. Вот так вот наносим клей тонким слоем. Мгм. И теперь уже берем пинцет, и пинцетом уже начинаем ложить на нашу стрекозу. Если чуть-чуть фетр запачкается, ничего страшного, да? Да, если чуть-чуть запачкается, мы закрасим его как раз-таки нашим маркером. Вот для чего у нас есть черный маркер. Да, потому что наше украшение, если мы хотим зарабатывать, если мы хотим продавать, оно должно быть прям аккуратно и не должно выглядывать ни клея, ни всяких узелков. Все должно быть максимально аккуратно. Да, вот, кстати, мне кажется,
огромный ваш такой плюс или ваша фишка, или ваш конек, это вот та самая аккуратность, да, потому что именно работы Анжелики, они вот ценятся за вот эту кропотливость и очень такое аккуратное отношение к своим изделиям, потому что, ну, я, например, ну, вот не вижу ни клея, ни ниток, и меня это очень сильно восхищает и поражает. Просто как зрителя хотя бы, да. Вот, смотрите, мы приклеили один Мы бортик. приклеили, и вот смотрите, как раз-таки мы сейчас покажем, как можно скрыть. Вот у нас заморался клеем, да? И теперь берем маркер и начинаем вот это дело все закрашивать. Вот, смотрите. И не видно клея. Хотя это у нас все закроется бисером, все равно мы должны это все закрасить. И вот здесь, где вот у нас остались следы от белой гелевой ручки, его мы также должны закрасить. Вот так. Вот такие нюансы. Чтобы не было видно. Хорошо. Так, ну покажем уже готовый вариант, да, когда мы крылышки все украсили. Так, стразовой лентой. Стразовую ленту мы приклеивать будем в верхнем бортике, в нижнем, здесь, и уже начнем ее закреплять. И в закрепленном виде она у нас уже будет вот такая. Вот у нас получается крылышки. Кстати говоря, стразовая лента, она прям зрительно увеличивает. Прям у нашей стрекозы появились объемы уже, дорогие друзья. Да. Далее. Так, после этого мы начнем пришивать уже красоту. Это вот бусинки самых разных размеров. Это рондели 4, 2 мм, 3 мм. Но здесь уже полет фантазии, да, в принципе, да? Не обязательно. Бусинки можно взять стразы маленьких размеров, также сделать. Ну, полет фантазии это точно. Ну то есть нам нужно забить вот эти пустоты, да, которые остались. Здесь, в принципе, да, можно использовать. Вот покажите пример, да? Вот. Здесь я использовала бусы и хрустальные бусинки, рондели. И пустоту уже потом... Сначала крупные детали надо. Да, сначала крупные детали, а потом уже начинаем закрывать мелким бисером. Чешским и японским бисером. У меня есть вот такая вот смесь бисера. И вот из него мы начнем его закрывать, чтобы не было видно. А есть ли какие-то лайфхаки и советы по работе с бисером? Вот, может быть, или здесь все, как и наши предки делали, да? Нет, техник на самом деле очень много. Например, как правильно делать прямые ряды, например, как делать вот хаотично, чтобы время не терять, быстро-быстро сделать. Например, я сейчас покажу, как вышивать хаотично, очень быстро. Для этого мы будем брать сразу 3 бисеринки. Вот у нас стрекоза. Выходим в любом месте. Например, вот здесь вышла, да, неважно где. В любом месте можно выходить и набираем сразу 3 бисеринки. Один крупный, потом маленький 15 и крупный. Вот 3 бисеринки. Крупный, маленький, крупный. Хорошо. И сразу все 3 начинаем пришивать. Вот оно. Потом выходим опять куда-нибудь в любом месте. Также набираем 3 и начинаем вот так вот заполнять. А потом получится так, что 3 не поместится, тогда берем по 2. Потом начнется такое, что и 2 не будет помещаться, тогда уже по 1 заполняем. Это в этом случае процесс ускоряется, да? То есть это... И для, так сказать, начинающих это тоже, потому что не все, да, начнут так и сидеть по одной бисеринке если вышивать. по одной бисеринке вышивать, конечно, получится аккуратно, но это очень много времени потеряем. Вот эта техника такая же, вот здесь вот, например. Вот давайте крупным планом покажем, да, в чем оказывается суть вот этого хаотичного. Мы закрываем фетр. Вот этот, да, закрываем фетр. Вот здесь мы видим, где вот матовый бисер такой, видите, как цвета слоновой кости. Цвета слоновой кости, или как правильно сказать, да? Такой он матовый. Сатиновый бисер называется. Сатиновый бисер. Он матовый, и он, видите, он не ровно лежит на нашем фетре, да, а он как будто бы вот, как будто приклеен. Объем такой, как будто 3D. Да, 3D-эффект, все верно. Это вот и есть та самая техника хаотичного пришивания, да. Вот, кстати, на темном тоже хорошо видно, вот там, да. Да, это все. Вот здесь тоже на темном видно хорошо, обратите внимание. Да. И вот таким вот способом мы начинаем заполнять. И вот у нас эта часть
потихонечку начинает заполняться. Да, отлично. Хорошо, и далее после этого Так. процедуры, если мы заполнили все наши пустоты в крылышках, дальше остается лишь... Так, теперь остается оформить изнаночную часть. То есть мы сейчас начнем отрезать весь лишний фетр, оденем булавку, кожу и начнем обрабатывать края. Итак, мы заполнили вот эти пустоты. Фетр у нас полностью покрыт бисером. И после этого мы отрезали весь лишний фетр. Фетр надо отрезать примерно отходя 1 мм от нашей жесткой канители. Сильно близко отрезать тоже не нужно. И в то же время сильно далеко тоже. Ну, как-то надо найти золотую середину. Примерно 1 миллиметр. А если слишком близко отрежем, рассыпется, да? А если слишком много, то будет лишнее, да? Некрасиво будет смотреться, когда мы будем обрабатывать края бисером. Все, запоминаем, хорошо. Итак, теперь мы начнем делать хвостик нашей стрекозы. Чтобы сделать хвостик, мы начнем нанизывать чешский бисер номер 8. Затем берем бусинки маленького размера, и он у нас постепенно начнет увеличиваться. То есть такой, да, должен быть маленький, потом побольше, 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 да? Да, совершенно верно. А на что мы нанизываем? Это что, это как будто иголка какая-то? Это называется пины. Это такая толстая проволока, которая используется в рукоделии в виде хвостов насекомых, усики бабочек. Так, нам нужны круглогубцы теперь. Вот, смотрите, вот, да, Вот они, круглогубцы. Да, вот по такой технике мы сейчас начнем делать хвост. Вот мы нанизали бусинки наши, и теперь начинаем вот округлять круглогубцами. Делаем вот такой вот крючок. И за этот крючок мы пришьем его на нашу стрекозу. Вот здесь. Вот так вот, да? То есть, Да. смотрите, вот на обратной стороне видно будет. Вот, собрали хвостик, и вот тут мы его так прям плотненько пришьем, да? Плотненько пришьем. И дальше у нас пойдет чисто обработка краев. Да, обработка краев. Так, начинаем ее пришивать. Ну, это достаточно легко, быстро. Одной рукой придерживаем наш пин и насквозь, осторожно, чтобы не повредить нашу канитель, мы начинаем пришивать наш хвостик. Ну, все, в принципе, тут все очень даже понятно. Стрекоза уже имеет хвостик. У стрекозы остались только у нас усики и красивая вот эта окантовочка. Ну и, конечно же, непосредственно сам вот этот задник, или как это правильно называется? Изнаночная сторона. Изнаночная сторона вместе с той самой булавочкой. Что мы, в принципе, сейчас с вами и сделаем. Анжела, а расскажите, пожалуйста, вот откуда вы родом и чем вы вообще занимались? Вообще, кем работали, где учились до того момента, как стали вот мастером, дизайнером по изготовлению украшений? Я сама из Черепчинского улуса, села Жилон. Родилась я в многодетной семье. У меня очень талантливые родители. Я так считаю, что это все передается по генам. По генам, да? У меня дочка сейчас студентка, после 9 поступила в ЯХУ, Якутское художественное училище, и тоже обожает заниматься творчеством, очень красиво рисует. В общем, у вас вся такая талантливая семья, да? Семья такая. А по образованию вы кто? По образованию я экономист. Вот так вот. С красным дипломом, который диплом лежит и пылится у меня. Вот так вот. Видите, человек с экономическим образованием нашел себя совершенно в другом, да? Вот в творчестве, да? Ну, здорово. Итак, хвостик мы пришили. Теперь нам нужно, чтобы нашу брошь, смотрите, вот какая она, да, чтобы она держала форму, мы начнем ее приклеивать на пластик. Что за пластик? Вот это обычная рентгеновская пленка. Рентгеновская пленка. Где мы флюорографию делаем, Да. вот она гибкая, тонкая, поэтому я обожаю ее использовать. Здесь мы
приложим нашу стрекозу, начнем, обведем по краю и начнем отрезать. Так, То есть это делается для того, чтобы она перестала вот так гнуться, да? да, чтобы держала форму. Начинаем рисовать. Вот так. И когда мы начнем отрезать пластик, мы должны отрезать ее примерно на 2 миллиметра меньше, чтобы потом, когда мы начнем обрабатывать края, не натыкаться на На пластик. пластик. Вот что. Да. Да. То есть меньше должна быть наша, да? Да, намного меньше. Вот отрезаем меньше. Вот так. Чуточку поменьше. Вот, вырезали мы пластик, и начнем мы его сюда приклеивать. Да, напоминаем, что оно должно быть, вот это, пластик должен быть поменьше размером, Да. чем. Хорошо, приклеиваем на какой клей? Берем клей, вот такой момент, и мы должны обязательно приклеить с обеих сторон, чтобы клей у нас держался хорошо. Будем придерживать правила клея момент, будем ждать где-то примерно 5 минут. Приклеиваем обе стороны. Приклеиваем обе стороны. А вообще вот детям с какого возраста можно уже, вот, допустим, самое примитивное, что могут сделать дети в маленьком возрасте, вот, к примеру? Это мышки вот эти могут же дети, да, уже делать вот такие броши? Ну, для маленьких детей, наверное, мышки сложновато будет. А так у меня дочка средняя, с 5 лет уже начала заниматься бисером. Она нанизывает себе браслетики, бусики всякие, вот эти модные, типа как в стиле Пандоры. Да. Она- Моя тоже сейчас это делает во всем. А вот такое красивое, это уже, наверное, постарше, наверное, чуть Да. больше 10 лет, наверное, Да. У меня мальчик был 11 лет, он сделал стрекозу, ему настолько это понравилось, он пришел ко мне во второй раз и создал уже якутский кулон маме на 8 марта. Бывают даже такие дети. да? Как мило! Мальчики, кто смотрит нас сейчас, подарите маме, сделайте своими руками вот такой кулон. Это возможно. Видите? Ну, это классно. Это, конечно, очень так трогательно. Хорошо, мы подождали 5 минут и приклеиваем и пластик. начинаем приклеивать. Вот так. Да, И теперь мы... начинаем оформлять нашу изнаночную сторону. То есть мы сейчас нарисуем на коже, это у меня идет искусственная кожа. На коже мы нарисуем нашу стрекозу, оденем булавку и начнем уже обрабатывать края. Вот так вот. Но здесь размер, да, уже нужно? Да, здесь размер идет. Рисовать можно ручкой, карандашом, но так как у меня под рукой тонкий маркер удобный, я буду рисовать маркером. И так как у меня черный фетр, это можно делать. Если, например, у вас белый фетр, конечно же, таким маркером нельзя рисовать. Так, с этой стороны. Так. И начинаем это все дело отрезать. Скоро, кстати, День Святого Валентина, можно уже начинать создавать сердечки. Сердечки. Да, и черепашка будет кому-то тоже мила. Почему бы нет? Так, хорошо. Итак, мы начинаем закреплять нашу булавку. Для этого нам понадобится белая гелевая ручка. Теперь ложим с лицевой стороной вверх. И начинаем сюда вот так вот оставлять точки незаметные. И по этим точкам мы сейчас вырежем вот такие Надрезы сделаем. надрезы сделаем, где у нас будет выходить булавка. Вот, сделали вот такие вот надрезы. Аккуратно, не переборщить, главное, да? Да, лучше чуть-чуть поменьше сделать, главное, да, не переборщить. И потом берем клей, наносим между дырочками. Просто, чтобы у нас булавка пока не болталась. Так, после этого мы берем нашу булавку. Вначале мы должны вытащить эту сторону через дырочки. Вот. Осторожно, вот она. Теперь Уже иголочку. Иголочку выводим. И вот она. Вот. Все.
Все, булавка наша готова легко и просто. И теперь, Пришивать ее не надо, да? нет, пришивать ее не надо. Хорошо. Мы ее сейчас сюда приклеим. И она уже начнем. зафиксируется. Да. Все, хорошо. Клеим на тот же самый клей, да? Особо Да. прочный. Клеить будем именно вот наш пластик. Мгм. Именно пластик. Фетр клеить не нужно, потому что вы иголкой потом ее не проткнете. Хорошо. Используйте всегда вот такой клей-момент. Никаких суперклеев не нужно, никаких клеевых пистолетов не нужно, потому что потом вы иголкой ее никак не проткнете. Поэтому... Мгм. Самый лучший это вот простой Да. момент. Так, берем и прикладываем нашу заранее заготовленную кожу. Вот она. Ложим ее, приглаживаем. И теперь после этого, смотрите, вот лишняя кожа, да? Вот здесь вот. У нас лишняя кожа, лишний фетр виден, да? Так, вот это все лишнее мы сейчас уберем. Приводим в аккуратность. Мгм. Начинаем отрезать. У нас есть хорошие удобные ножницы, поэтому Да. все лишнее убираем. Не боимся, да, так сказать. Мгм. Кожа должна быть ровно-ровно как фетр. Только тогда у нас будут аккуратные, ровные края украшения. А вот сейчас больше всего спросом пользуются вот, ну, заказы на что? Броши, либо вот национальные у нас кулоны, да, серьги, или что больше заказывают? Но у меня больше всего заказывают национальные украшения. Национальные, да? Я многое не успеваю сама, поэтому некоторые свои заказы я передаю своим ученицам. Физически не успеваю. Ну, а вообще вы как бы еще, наверное, следите же, да, за тем, чтобы соблюдались какие-то и, значит, ну, правила, да, те же самые узоры, да, и так далее. Очень, наверное, многие сталкиваются с тем, что хочу там сделать себе такое, хотя это, допустим, не позволено, да? Вы за Да, всем да, этим да. следите? Да, обязательно. Так как я человек, который обучает в основном создавать якутские украшения, я очень много времени этому уделяю. В прошлом году я ездила к нашему знаменитому мастеру Мандар-Осу просить у него совета и показать свои украшения, правильно ли я обучаю, да, и значение узоров, попросить совета у великого старца, да. Вот, поэтому вот особенно якутские украшения, да, там очень много всяких правил, которые надо Конечно, конечно. придерживаться. Даже вот висюльки, они у нас должны быть нечетными, например. Узоры для взрослых женщин не должны использоваться для детей. Мгм. Такое тоже есть. Это оберег. Да, это оберег. Красота. Так, Так, хорошо. приступаем к обработке края. Берем бисер, он у нас идет чешский номер 10. Мгм. Покрупнее уже. Да, он идет покрупнее. И этим бисером мы начнем обрабатывать наши края. Обрабатывать мы будем американским способом. Так и называется, прям американский способ обработки края. Чешский бисер, американский способ. Есть еще русский способ. В итоге якутская стрекоза. Вот так вот, да? Да. Хорошо. Итак, что мы делаем? Открываем нашу кожу Внимание, открываем кожу. и иголкой выводим вот за нашу канитель. Поэтому я говорила, что мы канитель будем повторно еще закреплять, да? Мгм. И прячем наш хвостик внутри нашего... Под кожей. Мгм. Да, под кожей. Вот вышли. И вначале берем две бисеринки берем, отходим, опять же выходим за канитель и тянем. После этого первую бисеринку не трогаем, вторую снизу вверх. Как бы это показать? Вот так. Начинаем тянуть. Первый раз мы только берем две, а дальше мы уже работаем по одной бисеринке. Мгм. Вот так. И то есть вот так вот по одной, ну По здесь одной. уже кропотливый процесс пошел, потому что все по одной бисеринке, да? Да. Здесь самое главное не сильно прижимать бисер. Здесь вы должны почувствовать бисер, чтобы он встал в ровный ряд. Нет, здесь еще самое главное, дорогие друзья, вот покажите еще раз, да, что мы не просто продели бисер, да, и вот как по привычному, да, что вот вы возвращаетесь к этой бисеринке, да, ее Да. как-то огибаете и опять вновь. Крупным планом, наверное, нужно показать, как это делается, Вот, да? например, мы вышли вот из бисера,
берем бисер, протыкаем слои кожи фетра, выходим за канитель, вот за эту, тянем до конца, вот бисеринку, и теперь, возвращаясь к этой бисеринке, снизу вверх, повторно мы ее продеваем. Вот так вот. Ну, вот это, наверное, самое сложное из всего процесса, да, вот понять вот тот самый, это и есть американский способ, да? Да, это и есть обработка края американским. Вот так Можно, вот. в принципе, на крупных, а тут черное на черном видно не будет, хотя бы мне показать, чтобы было хорошо видно. Вот видно вот, здесь. Вот. Это и есть обработка края американским способом. Посмотрите, да, вот покажем сейчас. Вот, дорогие друзья, это выглядит вот так. Вот эта часть, видите? Я думаю, многим телезрителям, возможно, будет непонятно, но на это есть какие-то учебные пособия. В конце концов, есть мастер-классы у нашей Анжелики. Зайдите, посмотрите и, возможно, поймете. Но действительно, это достаточно, возможно, сложно воспринять на слух, тот самый американский способ. Но это единственное самое сложное, что может быть при создании вот нашей стрекозы, да? Ну и те самые усики, да, у нас усики-то будут или нет? Нет, усиков не будет. Все. Бабочки усики, а так у стрекозы нашей нет. Ну, вот на такой замечательной ноте мы завершаем мастер-класс по изготовлению такой красивой стрекозы. Напоминаем, что мы сегодня делали с вами брошь собственными руками. На это не нужно много времени, на это не нужно много затрат. Самое главное было бы желание. Спасибо большое, Анжелика, что вновь принимаете нас в гостях. Мы желаем вам удачи, творческого вдохновения, и пускай все ваши планы обязательно реализуются. Спасибо большое, Дарья. Спасибо большое.